собраться. Я хотел бы представить своих коллег, кто со мной сегодня будет участвовать в этом мероприятии. Это руководитель проекта региональные колледжи корпорации «Синергия» Александр Юрьевич Тетерюк. Да, прошу любить и жаловать. И директор колледжа цифровых профессий в Якутске Семен Николаевич Семенов. Да. Для чего мы здесь собрались? Да, вообще, на самом деле, вы знаете, что республика делает большую ставку на развитие IT-отрасли, на цифровизацию. Да? И, конечно, основные вопросы последних, там, скажем так, 5 лет, можно сказать, да, там 3-4 лет, да, это подготовка кадров. Потому что, по сути, для того, чтобы сделать кратный рывок в этом направлении, нужны кадры. Вот. Я просто для примера могу привести простой пример. Вы знаете, что мы каждый год проводим конкурс «Моя профессия IT», и в этом году участвовало 6500 детей, да, по всей республике в этом конкурсе. И главное, это профориентационный конкурс, то есть мы мотивируем ребят выбирать профессии из IT-отрасли. Это не обязательно там программисты, это может быть дизайнеры, там люди, там UX, UI дизайн, там менеджеры проектов, да, и, естественно, мы видим кратный рост вообще желающих поступить в эти отрасли, ну, то есть в эти колледжи. Допустим, возьмем наш колледж связи и информационных технологий, по прошлому году, ну, практически 9-10 человек на место. Это вот конкурс колледж. Если, грубо говоря, там 6-7 лет назад это было 1 человек на место конкурс, сейчас, ну, то есть это показывает высокий спрос в республике на вот на профессии, и как раз в том числе на среднеспециальные, да, на вот как раз на колледжи очень высокий спрос, и, естественно, мы вот ввели работу, мы вообще до сих пор, я хочу сказать, открытая вообще наша республика для того, чтобы к нам приходили в том числе частные университеты, частные колледжи и открывали это направление, потому что, еще раз повторюсь, мы видим огромный спрос в этом направлении. И вот сегодня, вот, прежде чем вот предоставить слово коллегам, да, и сказать, ну, дать возможность вам задать вопросы, я очень рад, что мы вот в прошлом году, в мае месяце, глава республики встречался с руководителем корпорации «Синергия», да, о том, что вот нам надо сотрудничать, сотрудничество должно быть долгим, серьезным. И коллеги нас услышали, и вот за счет собственных средств, за счет собственных инвестиций, вот в сентябре этого года откроется колледж цифровых технологий. Это очень классно, для нас это, ну, как бы открывает дополнительные возможности для наших ребят, чтобы не переезжая из республики куда-то там, да, в другие субъекты, в другие регионы или даже страны, да, получать здесь очень качественное образование. И самое меня что радует еще, что там открывается еще направление анимации. Потому что это направление такое, ну, как сказать, перспективное, на наш взгляд. У нас появляется вот как раз в коллаборации с НВК САХА новые студии анимационные. Мы видим, что это будет такая новая, быстро растущая отрасль, так же как кино, так же как геймдев. Мы видим, что... Ну, мы знаем, что наши люди очень талантливые, все рисуют, умеют хорошо рисовать. Эти конкурсы, аниматоны наши показывают, что якутяне очень хорошо рисуют. И, конечно, люди у нас очень талантливые, и мы верим, что такие компании, как Multidetect, Tundra Animation, там их будет много. И в Якутии, ну, как сказать, там будет тоже анимационной столицей в этом плане. И вот коллеги тоже открывают это направление, и более того, у них будет анимационный хаб в квартале труда. Об этом тоже мы, наверное, сегодня поговорим. Ну, в общем, чтобы всю повестку не забирать, я хотел бы слово Александру Юрьевичу предоставить. Александр Юрьевич, тоже коротко. Да, я тоже вкратце презентую наш проект. Действительно, в мае прошлого года появилась такая идея. Мы являемся, я имею в виду университет «Синергия», являемся крупнейшим частным образовательной организацией, частным университетом в стране. Мы имеем 68 представительств в регионах Российской Федерации. Но буквально с прошлого года, имея
такой вот тренд и популярность среднего профессионального образования, мы сейчас сосредоточились на реализации именно колледжей, именно образовательных организаций среднего профессионального образования. И вот в этом году университет «Синергия» учредил новое юридическое лицо, в данном случае здесь, в Якутске, оно называется «Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования, цифровой колледж «Синергия». Это колледж цифровых профессий, где будет на этот год реализовываться 8 направлений обучения. Мы об этом подробнее расскажем, какие именно, в том числе и анимация. И, конечно же, как бы главным триггером этого проекта является запрос со стороны региона Республики Саха-Якутия. И со стороны главы республики, и со стороны Министерства инноваций, которое нас поддерживает, чему мы очень и очень рады. И 1 сентября мы откроем двери для наших новых студентов. Действительно, среднее профессиональное образование сейчас намного популярнее, как это ни странно, чем высшее. Дети с удовольствием уходят после 9 класса и поступают в колледжи. Сейчас есть такая практика ориентированность, то есть люди хотят получать прям прикладную профессию. В нашем случае они у нас как раз прикладные, это и графический дизайнер, это специалист, называется специалист анимационного кино, оно правильно по ВГОСу называется. Поэтому мы рады, что есть спрос. И вот мы здесь, в Якутске, у нас будет отдельное здание, которое мы сейчас реконструируем. У нас собирается прекрасный преподавательский коллектив. У нас уже есть директор колледжа, его уже представили, это Семен Николаевич Семенов. Ну и самое главное, что у нас будут замечательные студенты, которые вот уже с прошлой недели, как только мы получили аттестаты, я имею в виду наши абитуриенты получили аттестаты, с прошлой недели уже начались зачисления. У нас работает приемная комиссия, и вот сейчас как раз самая горячая пора. Колледж цифровых профессий, понятно, то, что это профессии цифровые, и это и IT, это и системное администрирование, анимация, графический дизайн. Также мы будем реализовывать и дополнительное профессиональное обучение, потому что тоже есть запрос со стороны региона. Я имею в виду это уже для взрослых людей, это и программы профессиональной переподготовки, либо программы повышения квалификации. Это все тоже будет проходить на базе колледжа в очном формате. Вот примерно так, если очень вкратце, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте. Спасибо, Александр Юрьевич. Ну и прежде чем перейти к вопросам, я все-таки хотел бы предоставить слово Семену Николаевичу, чтобы Семен Николаевич как-то более подробно рассказал про колледж. Так, всем добрый день. Да, действительно, цифровой колледж «Синергия» открывает свои двери 1 сентября. Хотелось бы отметить, что у нас обучение очное. И в связи с запросом республики, мы знаем, что в стратегии социально-экономического развития у нас большое внимание уделяется IT-направлению, креативным индустриям, да, и вот эти все направления, помимо IT, у нас и будут представлены и креативные направления в виде анимации и графического дизайна. Также будут представлены специальности цифровой маркетинг и коммерция, то есть направленные в основном на маркетплейсы. То есть мы упор делаем полностью на IT-направление. Обучение на базе 9-11 класса, на базе 9 3 года 10, на базе 11 класса 2 года 10 обучения. Да, основной контингент будут составлять 9-классники, и 11-классники тоже наберем. Педагогический состав у нас предварительно уже сформирован. Так как у нас практикоориентированное обучение, мы основной упор делаем на представителей специалистов из отрасли. То есть будут привлекаться специалисты из отрасли. Сейчас можем уже назвать фамилию Данила Паскачина. Все, наверное, знаете, победитель нескольких фестивалей Мусустар. Он у нас будет вести анимацию. Будут привлечены преподаватели, которые были задействованы в чемпионатной линейке WorldSkills, которая у нас с прошлого года переименовалась и стала профессионалы. Да? То есть у нас уклон будет именно практикоориентированный, мы будем готовить уже высококвалифицированных специалистов. Спасибо.
Спасибо, Семен Николаевич. Ну и давайте, коллеги, перейдем к вопросам. Самая интересная часть пресс-конференции всегда. Поднимайте руку, там представляйтесь и, пожалуйста. Да, пожалуйста, Семен. Так, Ну, я могу ответить. Да, у меня вот перед глазами это лежит. У нас 7 федеральных государственных образовательных стандартов. В одном из них два направления. Это информационные системы программирования, квалификация программист. И информационная система программирования, квалификация веб-разработчик. Также у нас есть реклама, цифровой маркетинг, о котором сказал Семен Николаевич. Мы там будем готовить интернет-маркетологов, цифровых маркетологов. Графический дизайн, мы несколько раз об этом сказали. Отдельный в госсетевое и системное администрирование. В госкоммерция это продажи в цифровой сфере, то есть менеджер по продаже в информационно-коммуникационных системах. Но если своими словами, это маркетплейсы и все, что мы видим на рынке в сети интернет. Отдельная информационная безопасность представлена, это будет специалист по информационной безопасности. Ну и, наконец, 8-е, это федеральный государственный образовательный стандарт, анимация и мультипликация. То есть здесь будет специалист анимационного кино. Вот такие 8 направлений. Хорошо. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, помимо спроса, почему именно в Якутске решили открыть такой университет и где он будет основан, какие характеристики, чем будет оборудован, сколько студентов и преподавательский состав, сколько именно? Да, я понял. А почему именно Якутск? Ну, мы, на самом деле, тут вообще сложилось очень много факторов, почему именно Якутск. Скажу отдельно то, что колледж «Синергия» пока представлен в Москве и Московской области. В других регионах колледжей у нас пока нет, но мы только начинаем движение в этом направлении. Остальные все региональные представительства – это касательно высшего образования. Почему Якутск? Ну, первое, значит, Якутск, Якутия, точнее, Республика Саха-Якутия позиционирует себя как вот у нас такой новоиспеченная силиконовая долина Российской Федерации, где транспортная доступность, ну, все далеко находится, поэтому регион ориентирован на то, чтобы производить продукты, которые не нужно никуда возить, и это в основном цифровые продукты, все, что касается программирования и прочего. К тому же мы наблюдаем и видим, что Якутия вырастила достаточно большой вот такой пул, ну, мы их называем единороги, да, ну, всем известные Майтона и InDriver и много еще чего, и в том числе удивительное вот это уникальное явление, я бы его назвал, это то, что здесь реализуется и производится полнометражное игровое кино, и анимационное кино, и мало того, что оно производится, оно еще и окупается. Ну, это достаточно редкое явление у нас в стране. Это все очень привлекает, безусловно. На второе, конечно же, спрос. Третье – это демографическая ситуация в республике, потому что республика является одним из немногих регионов, в которых есть прирост. Ну и, конечно же, мы, анализируя вообще, в принципе, рынок среднего профессионального образования, учитываем тот момент, что сейчас подрастает то поколение, которые родились в так называемый бэби-бум, это вот 2007-2011 года. И если вот мы говорили о том, что в колледже там 5 лет назад 1 человек на место, сейчас это 10 человек на место. Мы ожидаем, что с каждым годом это будет, цифра только увеличиваться. Раз есть спрос, значит, соответственно, нужно давать предложение. Ну и, конечно же, главный момент, почему Якутия, потому что, безусловно, я об этом вначале сказал, был запрос от региона. И запрос от главы республики, и запрос, в частности, от Министерства инноваций. Мы с большим удовольствием решили сотрудничать в этом направлении и ответить достойно на этот запрос, чтобы здесь организовать новую образовательную организацию. А еще вы спросили, где будет, да?
Да, здание наше находится на улице Бестужева, Марлинского, дом 5, корпус 1. Это здание ДСАФ России. Дело в том, что у университета Синергия есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с Центральным советом ДСАФ России, город Москва. И так получилось, что они предложили свое помещение для размещения колледжа. У нас будет отдельный корпус в здании ДСАФ, потому что там 2 корпуса. Мы полностью занимаем целый корпус и, скорее всего, будем дальше расширяться, потому что в этом году контрольные цифры приема мы поставили в 200 человек, ну, достаточно небольшие. В общем и целом вместимость колледжа – это порядка 1000 студентов при полной его загрузке. Ну, мы ожидаем такую цифру на 3-й год. Вот примерно так. По преподавательскому составу, наверное, Семен Николаевич ответит. Он у нас директор и подбирает преподавателей именно он. Да, я в начале своей презентации тоже отметил, да, что уклон у нас на специалистов из отрасли. Сейчас у нас ведутся договоры с специалистами с отрасли IT, с графического дизайна, с анимацией у нас уже договоренность есть. Данил Паскачин у нас будет преподавателем, принципиальное согласие получено. Также будут привлечены преподаватели с Якутского колледжа связи и информационных технологий, потому что мы в одном поле действуем и заинтересованы взаимодействовать. Но я от себя добавлю, что у нас вот это вот яркое наше направление анимация. Также университет Синергии в Москве, по крайней мере, сотрудничает с концерном «Союзмультфильм». И направление анимации в высшем образовании и в среднем профессиональном в Московском колледже реализуется с помощью преподавателей, которые работают и трудятся и творят в «Союзмультфильме». Мы планируем привлекать преподавателей из «Союзмультфильма» для Якутского колледжа, как это называется, преподавание с использованием дистанционных технологий, так и в очном формате с релокацией преподавателя на курс. То есть, чтобы они приезжали, здесь жили, преподавали там семестр или сколько нужно часов. Это со 2-го года работы колледжа у нас планируется. Так, еще? Да. Какие критерии будут требоваться у поступающих? У нас есть вступительные испытания, которые предусмотрены федеральным государственным образовательным стандартом на те специальности, где они обязательны. Но есть и специальности, где не нужны вступительные испытания, и студенты поступают, просто мы ориентируемся на средний балл по аттестату. Соответственно, те студенты, которые имеют средний балл по аттестату выше 5, они пользуются гибкой системой скидок, то есть это наши отличники. Безусловно, для чего мы это делаем? Для того, чтобы привлекать тех, кто хорошо учится, потому что мы хотим достойных выпускников и хороших специалистов. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Карина, издательство «Каскель». Где и в какие сроки абитуриенты смогут подавать заявление? В данный момент открыт кабинет. Так как у нас в самом колледже идет капитальная реконструкция, у нас еще где-то порядка месяца на ремонт, то есть мы рассчитываем открыть двери после 15 августа. Открыт кабинет на улице Дзержинского, 27/1. Там у нас... Дзержинского сколько еще раз? Дзержинского, 27/1. Там на 2-м этаже у нас работает приемная комиссия. Работают все дни, кроме воскресенья, в субботу в том числе, с 9 до 18. В таком режиме приезжают абитуриенты, как правило, с родителями. Там их консультируют, там они заполняют договоры, там, в общем, принимаются документы. Этот кабинет – это наше региональное представительство университета «Синергия», которое достаточно успешно работает в Якутске вот уже порядка 3 лет. То есть там и вывеска висит, в общем, достаточно известное место. Поступление сейчас, первая волна – это до 20 августа по законодательству открыт прием.
В дальнейшем, если будут оставаться свободные места, мы, конечно же, продлим прием и будем продолжать принимать студентов, тех, кто еще не поступил или не решил, куда. Хорошо. Еще вопросы, коллеги? Сетевое издание Q24, Андрей Шилов. Вот Александру Юрьевичу вопрос. Вы сказали, в этом году поступит 200 человек, и через 3 года вы доберетесь до указанного количества человек, учащихся, да, 1000 человек. Да. Это говорит о том, что их будет увеличиваться каждый год или направление увеличится? И будет увеличиваться количество студентов. То есть если КЦП, так называемая, это контрольные цифры приема в этом году 200, то второй и третий год мы рассчитываем их ставить на уровне 400. Второе. У нас есть очная форма обучения. Далее мы рассчитываем принимать на очно-заочную форму обучения. Это тоже дополнительное количество студентов. Что такое очно-заочное? Это такой симбиоз между вечерним обучением и программой выходного дня. То есть это занятия по субботам и иногда выпадают будни вечером. Это позволяет особенно 11-классникам, те, кто хотят и работать, и учиться, так скажем, получать образование без отрыва от трудовой деятельности. Но вот за счет этого, вот это 1000, мы рассчитываем эту емкость колледжа, контингент в 1000 человек достигнуть к 3-му году. А вот по срокам обучения у всех разное или одинаковое? После 9 класса это 3 года 11 месяцев, но опять же все это зависит от специальности, где-то меньше, где-то больше. После 11 класса это 2 года 11 месяцев. И вот такой вот вопрос. На коммерческой основе полностью обучение или бесплатные места тоже имеются? Полностью сейчас 1-й год мы на коммерческой основе, мы коммерческая организация, и мы анализировали стоимость по рынку, то есть у нас здесь в Якутске государственные образовательные организации тоже реализуют платные, так скажем, платное образование, те, кто попадает на бюджетные места, а остальное платное. Наша стоимость чуть ниже, чем по рынку Якутска. В 1-й год у нас нет государственных мест, но на 2-й год мы будем подавать на контрольные цифры приема и рассчитываем получить бюджетные места. Вот, соответственно, если они появятся, это увеличит и, так скажем, и доверие, и привлекательность. Так у нас происходит в других регионах, так у нас происходит в Москве. Мы будем работать, показывать результат и претендовать на бюджетные места обязательно. Ага, вот сейчас вот вопрос еще появился Анатолия Скалановича. Может, там будут бесплатные места для победителей «Моя профессия IT» или что-то в этом роде? Ну да, вообще правильные вопросы задаете на самом деле. Конечно, на самом деле, действительно, республика замотивирована для того, чтобы расширять возможности для студентов наших. Мы просто, как с коллегами договорились, сейчас они запустятся, покажут, то есть мы год поработаем вместе, надо посмотреть. Правильно, вот ребята задавали вопрос там, на качество образования в целом, как да, на спрос, обратная связь от студентов, для нас это очень важно будет. И, конечно, мы нацелены на то, чтобы в будущем да, расширять возможности, чтобы в том числе и на бесплатно было. То есть республика, в принципе, готова в это вкладываться. Вот мы это обсуждали, но давайте делать это постепенно. Да. 1-й год вот будет платно. Я думаю, что спрос будет, да, и в дальнейшем мы будем этот вопрос расширять. Да. Меня зовут Алексей Басалаев. Я вот перед тем, как сюда идти, заглянул в Facebook и в воспоминаниях увидел, что ровно 5 лет назад я Анатолия Скалоновича поздравлял с назначением министром связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия, чем его сейчас поздравляю. Вот, и символично, что в этот день такой классный проект вы реализуете. И я там написал в том посте, ну, с такой легким троллингом таким, что сможешь ли ты так сделать, чтобы якуты могли в деревне сидеть и 200 тысяч зарабатывать дистанционно. 2018 год, это звучало как вообще фантастика, что это вообще не может быть такого. И за это время такой объем там оптоволокна в деревнях проложен, но в 2018 году, наверное, никто не представлял, кроме Анатолия Скалоновича, никто, наверное, не представлял, сколько будет построено. И сейчас это вообще не выглядит, 200 тысяч в деревне, это вообще не выглядит чем-то таким удивительным. Вот, и у меня вопрос к вам всем троим. Вот прекрасная Якутия будущего.
Вот в связи с вашим проектом, как вы видите, какие цели перед собой вы на 5 лет ставите, сколько вы хотите выпустить специалистов, где они будут работать, как будут эти прекрасные компании будущего выглядеть, сколько люди там будут зарабатывать, и как это вообще повлияет на изменения вообще на всю нашу республику. Вот, Ну, спасибо. с разрешения коллег я начну. Мгм. Да. Алексей, очень хороший вопрос, спасибо за поздравление. Действительно, сегодня 11 июля, да, 5 лет ровно как меня назначили. На самом деле не чувствую, что 5 лет прошло, как-то на одном дыхании. Вот, очень быстро время идет. Я хотел сказать, что на самом деле, я начну издалека, вот в Российской Федерации еще до событий прошлого года не хватало ровно 1 200 000 программистов. То есть это еще до начала специальной военной операции. Сейчас эта цифра увеличилась. И вот как бы это странно ни казалось, да, вот мы недавно с вами встречались на открытии, то есть на запуске, объявлении запуска школы Сбербанка по программированию, да. Ну, Сбербанк — это самая, наверное, крутая аналитическая контора, помимо того, что это финансовая структура, это очень крутая аналитическая структура, которая видит там движение средств там больше 100 миллионов жителей страны, да. И, кстати, по данным Сбербанка, почему еще Якутск цифровой, мы уже несколько лет держим первое место среди городов России по онлайн-платежам. Да? И вот, возвращаясь к вопросу, хочу сказать, что потребность очень высокая, Алексей. И мы видим это и внутри республики, это в стране. И, как ни странно, помимо чисто IT-компаний, которых чисто IT, как мы с тобой привыкли понимать, да, вот чисто IT-компания, да, там, допустим, какая-нибудь Сайберия, там, Фантастик, вот чисто IT-компания, айтишники сейчас нужны везде. В медицине, да, там, в банковской сфере, как я сказал, там, да, в других направлениях. И надо это принять и признать даже вот средства массовой информации, которые вот здесь присутствуют. Вот недавно закончился медиа-акселератор, уже открывает, практически в каждом в СМИ есть IT-отдел. Да? И если сейчас у вас нет IT-отдела, значит вы не СМИ. Да? Давайте так. И в принципе все сейчас переходят на то, чтобы вот эти направления, даже я уже молчу там про дата-аналитику, дата-сайенс, это профессии не будущего даже, а настоящего. И нам, в Якутии, я чувствую, что мы здесь отстаем. Мы есть такой голод, некий голод, потому что мы, к сожалению, наше образование очень консервативное, и мы очень медленно отзываемся на вызовы времени, очень медленно меняемся. И поэтому, вот видите, первыми, кто ответил, это частные IT-школы. Мы видели, когда вот, типа Алтан, Илларионова, Яндекс, лицей, вот они первые пришли, утолили голод среди детей, а там вот в IT-куб наш, да, очередь, там 1600 детей занимается. Мне родители звонят, говорят, давайте, вот Анатолий Скорович, продвиньте моего ребенка в IT-куб. То есть среди детей это очень страшная потребность. И вот эти дети же растут, они переходят вот как раз в колледж истории. И то же самое сейчас происходит, Алексей, с университетом. Университет сегодня не удовлетворяет всей потребности. И, к сожалению, наши дети, из-за того, что мы здесь не открываем университеты, может быть, тоже частные, вообще не расширяем это направление, дети уезжают. Вот, и мы теряем специалистов. Потому что мы понимаем, что ребенок, который учился там, в других городах, там, велика вероятность, что он не вернется. Мы это все проходили, сами видели. Поэтому надо насыщать вузами, СУЗами, колледжами, частными, крутыми, там, может даже международными. Вот нам приезжал университет Алмаю, казахстанский, тоже хочет филиал здесь открыть, потому что он видит потребность. Да, это же инвестиции, они видят, что они будут на этом зарабатывать в том числе. То есть это вин-вин. То есть мы будем получать хорошие специальности, наши люди, наши дети, и, соответственно, люди будут на этом зарабатывать. Это нормальный процесс. Это говорит о том, что есть огромный спрос. Где будут работать люди? Мы сейчас, несмотря на прошлогодние события, у нас по разным данным около 4000 специалистов только в Якутске. И потребность, еще раз говорю, растет. Вот мы видим, а так как ребята сейчас, пока колледж поступит, там 2-3 года отучатся, да, мы должны сейчас запрягать, чтобы там удовлетворить потребность там, в горизонте 3-5 лет. И она будет еще расти. И вот по поводу дистанционного в районах, мы вот недавно буквально запустили со скиллбоксом, мы вот во все, то есть мы год наставников встретили очень достойно, я считаю,
Мы со Skillbox вот в наших IT-центрах открыли дистанционное обучение, тоже через тьюторов. В наших IT-центрах тоже там по разным направлениям, тоже маркетологи. И я вообще удивился, Алексей, на самом деле тоже там Skillbox очень осторожно. Давайте начнем там с небольшой цифры. Огромная очередь, куча заявок вот именно с районов, потому что мы знаем с тобой, что помимо того, что люди ведут там традиционный образ жизни, там сельское хозяйство, они параллельно могут еще и работать в IT. Мы это с тобой прекрасно знаем, что у нас на самом деле вот Минтруд должен, мы сейчас тоже делаем такой проект «Цифровой профиль гражданина» и видим, вообще хотим понять, где люди вообще работают. Да? То есть, потому что человек, вот мы с тобой, мы молодые с тобой были, мы на 3 работах с тобой работали. Ты до сих пор на 2-3 работаешь. Да? И это, кстати, многие якутяне так. И это же надо тоже понимать. И это возможность людям повышать достаток, как ты правильно говоришь. И я думаю, что в деревне 203, ну, такие примеры уже есть, на самом деле. Ребята работали и на Фантастике, и на Майтону в деревне, там по 300 тысяч зарабатывали. Сейчас, конечно, надо смотреть тоже внимательно, но опять же надо понимать, что это же в обратную зеркально работает, что вот айтишники переехали там условно в Казахстан, могут с Казахстана работать, и, кстати, многие уже вернулись в Якутск. Я в IT-парке вижу ребят, которых видел в январе там в Астане, в Алмате, да. Вот, и они легкие, мобильные, да, и вот то же самое и в обратную сторону, то есть мы знаем, что ребята, сидя в Якутске, работают там на международные корпорации, на российские компании, да, и это нормально. Причем я так понимаю, что этот тренд будет расти, и действительно на Якутск он попал так в точку, ну как-то в поле зрения крупных корпораций, и мы к этому готовились, что за наших ребят, вот это испытывал в свое время Томск, Новосибирск, очень большую сильную нагрузку на то, что там заходили крупные корпорации и хантили просто ребят. Якутску надо к этому тоже готовиться, что вот к нам приезжали лет 5 назад корейская компания, которая занимается вот аутсорсингом, облачными системами, да, они хотели набрать здесь 1000 человек. Да? Такие потребности есть, коллеги. Поэтому, ну, то есть я нисколько не сомневаюсь в том, что спрос на ребят будет. Вопрос к компетенциям. Вот очень важный вопрос сейчас идет, да, компетенции ребят, кто заканчивает. Вот к ним спрос будет высокий. То есть сейчас люди приходят, там, все борются уже не только за джунов, да, ну, за медлов, там, за сеньоров, да, то есть всем нужны хорошие разрабы, потому что, ну, как бы потребность в качественной разработке до сих пор есть, несмотря на развитие лоу-кодинга, там, других вещей. Поэтому, Алексей, вопрос хороший. Я думаю, что мы, вот как я говорил, 10 тысяч человек в ближайшие, вот, ну, как там, вот мы сейчас почти половину выполнили задачи, да, еще в ближайшие 5 лет еще половину должны рабочих мест создать, значит, мы 1000 человек в год должны выпускать. Это мое мнение, вот коллеги, может, дополнят что-то. Ну да, я дополнил бы просто тем, что мы когда рассчитывали финансовую модель как раз на 5 лет, потому что мы должны понимать, что будет происходить через 5 лет. Вот на сегодняшний день то количество девятиклассников, которые, сейчас не беру статистику по улусам, только Якутск, девятиклассники 2023 года и плюс 5 лет, там количество девятиклассников увеличивается на 1,7, почти в 2 раза. То есть, вот я говорил, эти дети подрастут, сейчас они еще пока 4-классники, 5-классники подрастут, и, соответственно, наша задача вот этот объем рынка охватить, забирать оттуда свои вот эти вот 400 там, или пусть даже 500 в год. Будем расширять направления, то есть 8 направлений – это хорошо, конечно же, будут открываться новые направления. Мы сейчас еще посмотрим обратную связь, какие направления будут действительно пользоваться спросом. Потому что вот даже первая неделя показала, то, что у нас чуть ли не 2 группы уже на графический дизайн набралось, а мы запланировали всего 1. Ну, понятно, другие специальности доберем еще. Поэтому задача на 5 лет – это сделать так, чтобы все, кто закончит 9 класс на течение 5 лет, а количество этих людей увеличивается, смогли поступать здесь, у себя, на родине, и никуда не уезжать, и не ехать за образованием в другие регионы или вообще в другие страны. Вот. Ну, а насчет того, где они будут работать, я думаю, что и у правительства республики наверняка на это есть планы.
И в общем и целом, если регион ориентируется на IT-направление в своем развитии, то, я думаю, работа будет всем. Вот так. Можно я тоже небольшое дополнение скажу? Я тоже до этого работал в профессиональной образовательной организации в отрасли креативной индустрии, и практика показывает, что направление креативной индустрии, IT очень востребовано, и в среднем там конкурс в прошлом году был 14 человек на одно место на графический дизайн. Да? И так как наша страна стремится к цифровому суверенитету и в целом включению, как Анатолий Склонович сказал, креативных специалистов в некреативной отрасли экономики, я думаю, что востребованность IT-специалистов, она будет с каждым годом возрастать. И я бы хотел сказать, что вот у нас договоренность с корпорацией развития Якутии, мы сейчас договор уже согласовали на стадии подписания о практической подготовке обучающихся. Я думаю, что вот наши выпускники, проходя практику в предприятиях по линии корпорации развития Якутии, они достойно трудоустроятся. Спасибо. Да, и вот по поводу практического, да, кроме того, что сказал Семен Николаевич, у нас заключен договор, например, с крупнейшей рекламной компанией Ragtime. Они готовы уже принимать наших студентов на практику и в дальнейшем их трудоустраивать. И такой же договор мы сейчас подписываем с руководством Алмаз-Иргиенбанка. У них тоже большой дефицит цифровых специалистов и IT-специалистов. Поэтому уже мы видим интерес работодателей к нам, ну и уверены, что все найдут работу себе. Кстати, в банке мало кто знает, порядка на пике было около 200 IT-специалистов. У них очень огромный IT-блок. Плюс еще есть дочерняя компания AEP IT. Ну, потому что, я еще раз говорю, цифра сейчас везде, и это, как говорится, ну, must-have сейчас. Да? Пожалуйста, вопросы. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. В колледж могут поступать только выпускники школ или взрослые, которые хотят поменять стезю, тоже могут поступить? Ну, давайте я отвечу. Да, выпускники прошлых лет, конечно, тоже могут поступить. Мы будем реализовывать на программу подготовки специалистов среднего звена. Там ограничений по возрасту нет. Главное, чтобы был документ об образовании, и по среднему баллу аттестата мы принимаем, но по специальностям реклама и анимация у нас есть внутренние творческие испытания. Также будут реализовываться со следующего года, мы планируем реализацию программ дополнительного профессионального образования и профобучения, то есть это программа переподготовки, повышения квалификации или освоения рабочей профессии по профилю нашей деятельности. Так, пожалуйста, еще вот кто-то тянул руку, да? Ребят, вопросы еще есть? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Екатерина Гладкина, Улусмедиа. У меня вот такой вопрос. Какие еще проекты планирует реализовать Синергия в городе Якутске, вот, кроме цифрового колледжа? Да, это мы чуть-чуть вкратце затрагивали в начале нашей встречи. Цифровой колледж Синергии или колледж цифровых профессий – это, понятно, не основной, а крупный проект, о котором мы сегодня с вами общаемся. Кроме этого, хотелось бы сказать, что на базе колледжа, это как отдельный проект мы рассматриваем, это реализация дополнительного профессионального обучения, я тоже об этом говорил. Также мы являемся резидентами креативного кластера «Квартал труда». Вот и на улице Труда 1А у нас на 4-м этаже достаточно крупная площадка, возможно, даже, наверное, одна из самых крупных среди резидентов. Мы в данный момент тоже ведем там ремонтные работы, готовимся к открытию. Там у нас будет реализовываться дополнительное образование, так называемое ДО. Это образование для детей, школьников, в принципе, студентов любой категории возраста, но в основном это направлено, конечно, на школьников. И там у нас, вот я даже распечатал специально, там у нас будет тоже анимационное направление, курсы ДО по таким вот направлениям, как скетчинг, композиция, сценарное мастерство, режиссура. Отдельно Adobe Photoshop, кто хочет обучиться, 2D, 3D и Motion Design. Это вот такое пока на сегодняшний момент набор направлений обучения. Все курсы будут там примерно длиться 3 месяца, но в общем и целом это такое, знаете, такая секция,
каких-то людей, не знаю, школьников, студентов по интересам, которые туда можно прийти. У нас там будет открытая площадка, будут аудитории, будет открытая площадка, такой open space, где можно будет, так скажем, обмениваться опытом, принимать участие в каких-то конкурсах, которые мы будем организовывать. Думаем, что это будет, тоже станет точкой притяжения для будущих специалистов из креативной индустрии. Так что вот такой проект в квартале труда у нас планируется. Да, я, кстати, дополню, там на самом деле вот университет, колледж называется «Синергия», там очень хорошая синергия будет, как раз потому что вы знаете, что в квартале труда очень много резидентов как раз занимается анимацией, кино, какими-то творческими проектами. У нас там есть XR, студия как раз, студия Motion Capture, и то есть ребята непосредственно, кто будет обучаться, могут на практике там пробовать себя. Это будет очень классно, мне кажется. Уже сегодня мы видим там большой интерес. Там ребята открыли летний детский лагерь, да, и там Roblox и другие направления. Просто там невероятный спрос. Поэтому мы тоже с нетерпением ждем открытия этого в квартале труда. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Я вообще знакома с университетом «Синергия», наверное, с 2011 года, когда участвовала в Селигере в Твери. И как раз образовательная программа была «Синергия». И именно тогда я узнала, что такое профессия СММ. И, наверное, после этого я начала работать в этом направлении. Ну и впоследствии чего стала блогером. У меня такой вопрос. Вообще, конечно, очень хорошая профессия, и рада, что вы открываетесь в нашем городе. Главный вопрос, сколько будет стоить обучение? Обучение будет стоить от 40 тысяч рублей за семестр. Я еще раз повторюсь, мы анализировали рынок. Обучение в Якутске, мягко говоря, не дешевое удовольствие. И в среднем профессиональном образовании в том числе. Поэтому мы свои, оценив, просчитав все подробно, оценив свои возможности, мы установили цены на уровне чуть ниже, чем, в общем-то, предложение в Якутске. Соответственно, от 40 тысяч за семестр, от 80 тысяч в год рублей. Можно я дополню? Помимо этого у нас действует гибкая система скидок для многодетных семей, для детей-участников СВО, для детей правоохранительных органов, и так далее. Поэтому обучение у нас доступное. Так, еще раз, пожалуйста. На сегодняшний день сколько вообще подано заявок на обучение? И как проходит? Вот немножко об этом сказали, но вскользь я не поняла, как будет вообще проходить отбор. Значит, на сегодняшний день подано, вот это первая неделя, да, когда у нас 28-го, по-моему, или 29-го выданы были аттестаты, то есть прошлая неделя была стартовая. Порядка 20 человек уже подписали договоры. Заявок подано порядка 230 анкет, по-моему. Вот как раз, когда мы выходили 2 июля на ярмарку профориентации, увидели там интерес большой. Мы там проводили мастер-классы на площади Орджоникидзе по анимации, кстати говоря. И наш павильон, который мы там летний поставили, был один из самых таких проходимых, популярных. То есть там люди задерживались, что нам было очень приятно, оставались, несмотря на жару. Стояла жара ужасная, но тем не менее люди принимали участие в мастер-классах. Вот там было заполнено вот таких теплых анкет, которые вот прямо интересуются, там порядка 230, но это буквально за полдня. До этого, конечно же, у нас был большой поход по школам, мы выезжали во все возможные улусы, мы обошли все школы города Якутск, и, соответственно, так скажем, рассказали о себе максимально, чтобы о нас люди узнали, что к нам можно приходить. Как происходит отбор? По некоторым специальностям, я вам не скажу точно, примерно 30% из тех, которые у нас представлены по федеральному государственному образовательному стандарту, положены вступительные испытания. Они разработаны, они несложные, элементарные. В основном это все, что связано с знанием компьютера, со знанием IT-грамотности. Да, Семен Николаевич у нас больше в этом разбирается. Поэтому, так скажем,
Дети, которые приходят к нам, спрашивают, что будет тест, экзамен, билеты там и так далее. Слово «тест» очень, так скажем, такое слово, которое детей отпугивает, потому что они не идут в 11 класс, потому что не хотят сдавать ЕГЭ уж, давайте руку на сердце положим, и это прям есть такая проблема. Поэтому наш отбор проходит строго по ВГОСу, и называется он «Вступительные испытания», которые ребенок должен пройти. Хорошо. Так, коллеги, еще вопросы есть? Ну, по-моему, максимально хорошо поработали, очень много вопросов, я сам удивился, как много вопросов, такой живой интерес. Вам всем огромное спасибо за участие. Благодаря вам тоже, может быть, люди, которые еще не знают, узнают и поступят и изменят свою жизнь к лучшему. Да? Вот я дам возможность коллегам еще в конце тоже сказать, но я вот от себя хочу поблагодарить университет «Синергия», корпорацию «Синергия» за то, что вот, ну как сказать, я люблю дружить через дела. Да? То есть когда ты делаешь что-то конкретное, и, как говорится, в бою, в деле, в проекте проявляются вот эти все качества человеческие. И я вот отрадно, что мы вот буквально, ну, по сути, за год, да, с разговора, просто с разговора, с предложения открыть колледж, да, у нас уже вот я сижу, прошел год практически, и мы в сентябре открываем двери колледжа. Это прекрасно, потому что, еще раз повторюсь, надо давать детям возможность, ну, реализовать себя. Это прекрасная вообще история. Я вообще, ну, мечтаю, думаю о том, чтобы все-таки, ну, только через образование, да, вот именно за счет качественного образования, качественных вузов, с вузов можно менять мир, во-первых, да, вокруг себя, менять жизнь и вот привлекать население, в том числе на Дальний Восток. Вообще мы с ребятами разговариваем о том, что, конечно, есть потребность и из районов, и из других регионов, возможно, будет потребность. Конечно, в будущем хотелось бы, чтобы появилось общежитие, да, потому что действительно много ребят будет, в том числе и приезжих, да, кто хочет здесь будет поступать. Это мы тоже поступательно будем обсуждать, будем смотреть на спрос. Ну и, как я говорил, да, Александр, мы со своей стороны, со стороны правительства, министерства, будем всегда поддерживать это направление. Спасибо. Да, и заканчивая, хотелось бы сказать, действительно, год назад это был разговор в Москве. Соответственно, сам проект стартовал в конце 2022 года, мы отчет берем как от 1 декабря. Вот. Мне посчастливилось быть руководителем проекта в Якутске. Я впервые познакомился буквально, может быть, там чуть больше полугода назад с городом Якутск. Познакомился с большим количеством профессиональных людей, которые знают свое дело, понимают. Коллектив отлично у нас подбирается. Я уже, в свою очередь, влюбился в Якутск, потому что люди тут гостеприимные. И это все такое придает уверенности, что наш проект будет только развиваться, что все будет так, как мы задумали. Спасибо большое, что вы пришли сегодня на нашу встречу. Да, в конце тоже хочу отметить, что мы стоим на начале вот открытия такого колледжа, да, и мы говорим, что мы будем работать в симбиозе, в синергии с Мининновацией, Министерством образования и науки. Мы с ними предварительно тоже встречались, да, установки получены, и осенью мы вас приглашаем всех на открытие нашего колледжа. Спасибо. Спасибо, Карин. Спасибо.